Вы у меня будете находиться в качестве гостей, а гость – это уже другой человек. И за время вашего пребывания в этом дворе, на трапезе и других мероприятиях, в течение того времени, которое мы проведем, мы постараемся создать вам предельно возможный комфорт, условия, чтобы вы чувствовали себя спокойно, почти что как дома. Как-то сын пришел домой и говорит: мама, ты сможешь принять туристов дома? Они хотят видеть быт чеченцев изнутри. Не понаслышке, а изнутри. Я сказала: конечно, смогу. Конечно, смогу. Никаких проблем. Правда, на первых порах я даже не задумывалась. Сложно это, тяжело это. Но все пришлось, потихоньку все наладилось. Когда приходят к нам туристы, мы готовим для них чепелгш, хинглш, это наши, разумеется, национальные блюда. Чуар по-чеченски, ну и овощная нарезка, компот. У меня всегда труд распределен. Дети всегда заставляют столы, накрывают посудой, приборами. Снохи готовят. Одна готовит чепелгш, другая хинглш. Я, естественно, готовлю чуарпа. Но иногда бывает, что помогаю им. Все-таки марнана. Вот. Они, когда приезжают туристы, мы им показываем мастер-класс. И они с удовольствием, с большим удовольствием сами начинают за нами повторять, изготавливать блюда. Действительно было очень жалко. С этим оружием холодным можно ходить вот куда? Острый. Острая работа полностью. С одной стороны это вот ограничители, тогда. Ну, да, да. Так. Значит, интересуется, ну сейчас вы знаете, такая мощная социальная сеть интернет. Значит, к нам регулярно, в месяц 1 или 2 раза приезжают в качестве туристов гости, в принципе, почти со всех северных субъектов Российской Федерации, начиная от Архангельска и кончая Кирова, Йошкар-Ола, Сыктывкар и так далее. Количество этих людей разное, в любом случае не меньше 3-4 десятков человек. Мы их встречаем у себя на пороге дома, и с этого момента я, как всегда, подчеркиваю, они переходят из категории туристов в категорию гостей. Вот в этих бытовых наших условиях, которые мы создали, мы пытаемся создать им самый лучший комфорт. И этический вечер, который мы проводим типично в нашей семье, мы пытаемся насытить самыми разными мероприятиями, скажем, связанные с культурой, с традициями, обычаями чеченцев, как в старину, как и в настоящее время. И действительно, всем, кто бывает на этих мероприятиях, на этом вечере, все, что говорится, все, что делается, очень интересно. Это видно по тем эмоциям, по тем действиям самих наших гостей. Время, которое мы проводим, несколько часов, от 2 до 3-4 часов, время не регламентировано у нас, показывает, что действительно люди
едут с большим удовольствием. И для нас вот остается приятное впечатление от этих встреч, так как люди, уезжая, увозят с собой массу впечатлений, эмоций. И прощание, вот момент прощания очень такой впечатлительный. Некоторые гости под большим впечатлением, вместо того, чтобы сказать, помахать рукой «до свидания», вновь и вновь возвращаются, снова обнимаются, снова делают какие-то, значит, свои отзывы о тех эмоциях, чувствах, которые они пережили за время, проведенное на этом вечере. Впечатления мои самые удивительные. Все понравилось. Шикарная семья. Теплая, такая дружественная вечеринка. Очень интересная. Хозяин интересный. Очень много интересного я узнала. О чеченских традициях, о чеченском быте узнала от хозяйки. Хозяйка такая приветливая, доброжелательная. Сегодняшний вечер наша группа провела в гостеприимном доме Харона Балабиева в селении Толстой Юрт. Мы, конечно, ждали теплый прием, но не думали, что он будет настолько теплым, настолько радушным. Искренняя гостеприимная обстановка с самого начала и до конца вечера.